В Якутске украли второй барельеф с памятника матери. Атаке вандалов он подвергается уже не первый раз. Еще 22 сентября горожане сообщали о пропаже барельефа. Сейчас на сфере находится моя коллега Саргалана Захарова. Саргалана, я тебя приветствую. Что известно на данный момент? Да, здравствуй, Настя. Вот мы сейчас находимся как раз у памятника, и здесь можно увидеть следы от пропавших барельефов. Они пропали вот с боковой стороны и с задней стороны памятника. Вот боковой барельеф, он пропал еще 24 сентября, когда СГХ обратились в органы, правоохранительные органы. 30 сентября здесь организовали осмотр местности, и тогда вот была обнаружена пропажа второго барельефа. На боковом барельефе были изображены лошади, а вот на заднем барельефе были изображены солдаты. И, как нам рассказал автор проекта памятника матери Афанасий Романов, работа была очень тонкой, и каждый солдат относился к своей временной эпохе. Это можно было увидеть по их военной форме. Здесь были изображены не только солдаты Великой Отечественной войны, но и предыдущих войн, в том числе и Первой мировой. Давайте послушаем, что говорит о пропаже сам автор проекта Афанасий Романов. Восстановить наличие финансирования это можно было бы и за месяц. Но так как средства там ограниченные, то это получается весной только. Могут вообще-то распорядиться там. 1,5 миллиона надо вроде бы, чтобы это все восстановить, как было. Вообще барельефы были исполнены из чистой бронзы, и весили они порядка 400 килограммов. И даже вот по этому фактору можно судить, что случайно они выпасть от памятника и пропасть с этого места они никак не могли. И, скорее всего, их демонтировали намеренно. И работали здесь, по крайней мере, наверное, 2 или еще больше человек. И для того, чтобы унести их с этого места, потребовалась бы какая-то специальная техника. И вот, как говорит Афанасий Романов, что, скорее всего, их демонтировали отсюда намеренно и готовились к этому. Но о том, что поднимаются сюда на памятник, все прекрасно знают. Даже сейчас здесь на снегу видны свежие следы, и играют здесь и дети, и горожане сами облюбовали это место как место с хорошим обзором. Но вообще вот это преступление, оно возмущает еще и тем, что вандалы посягнули на самое святое, как мать. Ведь этот памятник и сам сквер были возведены еще в 2012 году, и посвящены они всем сынам якутского народа, которые отправились на войну защищать свою родину, и, конечно же, их матерям, которые, несмотря ни на что, ждали их до последнего. Анастасия, у меня пока на этом все. Саргалана, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Захарова.